Добрый вечер, дорогие телезрители. Это Прайм Мусаева, и в ближайшие 45 минут мы будем говорить о важных темах прошлой недели. Мне кажется, на этой неделе эта тема очевидна. 9 августа годовщина со дня выборов президентских в Беларуси. И мы видели, как раскручивался маховик репрессий в течение этого года. Это десятки, сотни политзаключенных, это митинги, это в том числе аресты. Также мы, наверное, могли бы сказать о последних событиях, которые разворачиваются вокруг, к примеру, легкоатлетки Кристины Тимановской. Но буквально вчера случилось событие, которое в том числе нам открыло глаза на то, что белорусская трагедия может разворачиваться и в Киеве. Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, был найден повешенным, и за день до этого он исчез. Его девушка обратилась в милицию, как выяснилось сутками позже. К сожалению, Виталий был найден убитым. Сейчас проводится расследование, основных версий две. Это, безусловно, версия, связанная с самоубийством, но все те факты, которые мы знаем, указывают скорее на то, что это была политическая расправа, и это полностью ложится в логику поведения белорусских властей. Я бы хотела представить героя нашей сегодняшней программы. Виталий Шкляров, политтехнолог и политзаключенный. Очень интересное сочетание этих слов, и мне кажется, вы, наверное, иначе представляли бы себя до 29 июля 2020 года и вряд ли могли бы подумать, что можете стать политзаключенным. Виталий Шкляров работал политтехнологом по многих компаниях, в том числе с Берни Сандерсом в 2016 году, в 2017 году в штабе Ксении Собчак. А год назад, за 10 дней до президентских выборов, его арестовали белорусские силовики. Следующие 3 месяца Виталий проведет в СИЗО. К нему не будут допускать адвоката. Адвокат будет описывать условия содержания как практически лагерные. И только после звонка Майкла Помпео Лукашенко Виталию позволят вернуться в США, поскольку, кроме того, что он является гражданином Беларуси, он также гражданин Соединенных Штатов Америки. И не так давно Виталий снял фильм о событиях в Беларуси. Это его взгляд на то, что происходит с его родной страной. Я скажу, что у нас есть в том числе номер студии, это 067-634-6130, и мы можем принимать звонки в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы, я думаю, что они у вас имеются. А я начну, наверное, с актуальной темы. Виталий Шишов, его гибель. Скажи, пожалуйста, вы были знакомы, общались ли? Что ты вообще знаешь о белорусских политмигрантах, которые живут в Киеве? Мы были знакомы, мне кажется, как и любое политическое изгнание. Люди, белорусы в Киеве, конечно же, общаются, конечно же, вместе работают, и в этом смысле я был с ним знаком. Был ли я с ним хорошо? Дружески? Нет. Но мы знакомы были, мы встречались, мы говорили про Беларусь. Знаете, когда попадаешь и живешь в эмиграции, и тем более по политическим причинам, видишься и разговариваешь, как правило, на другие темы, не обязательно про жизнь или про что-то, всегда тема одна — Беларуси, что лучше сделать, как помочь. Поэтому мы виделись и вот в этом контексте общались, конечно же. Но новость о его смерти была большим шоком, в равной степени, как и новость месяц назад о задержании Романа Протасевича. Мне кажется, это какие-то новые вехи современной истории, когда, казалось бы, в 20 веке мы ушли от этого тоталитарного репрессивного образа жизни и новостей, когда
черные воронки кого-то забирали, увозили. И здесь, вот, пожалуйста, в 2021 году, когда, казалось бы, как никогда человечество гуманно шагает вперед и должно вроде бы жить и на благо людей, и на благо человечества, вдруг за волосы вытягивают журналиста с борта самолета, вдруг кого-то вешают. Конечно же, должно следствие разобраться, что это, какая причина. Не исключено, что это может быть... Я не сомневаюсь, что это не самоубийство. Вряд ли человек молодой, со здоровой психикой, которая у него, безусловно, была, человек, который борется, который активен, который с утра идет на пробежку, бежит на пробежку, вдруг задумал, не написав ничего, взять и повеситься. Другой вопрос, какая причина и кто за этим стоит, это, конечно же, большая... У вас есть предположение на этот счет? Что это могло бы быть? Я предполагаю лишь одно. Я предполагаю лишь то, что с ним расправились. Я надеюсь на быстрое и профессиональное расследование и достояние вот деталей следствия общественности, потому что это важно и для его родителей, и для белорусов. Но я не строю себе иллюзий, что в системе, когда режим агрессивен, когда режим показал уже свои зубы неоднократно за последний год, особенно в августе прошлого года, когда режим живет вот в такой парадигме войны со своими же гражданами, не будем строить иллюзии, это не Запад, это свои же граждане. Трудно представить себе какие-то другие мотивы. Поэтому очень логичным кажется, что это все-таки дело рук кого-то, кто пытался с ним расправиться, либо наоборот, кто пытается провоцировать на более жесткую реакцию Беларусь или западное сообщество. В любом случае нет человека. В любом случае это дико показательная смерть. Не только по факту, но и по форме. И это не может не вызывать очень тяжелое чувство, особенно чувство жалости и сочувствия к родителям. Ну и к стране, которую методично пугают, запугивают не только 26 лет, но с августа прошлого года в особо страшном формате и извращенном виде. И это, мне кажется, еще долго с этим придется жить, даже в эру после Лукашенко, потому что это же все-таки травмы надолго. Что могла бы сделать украинская сторона? Мы уже год принимаем политзаключенных, и, как показал случай с Виталием Шишовым, к сожалению, люди, которые приезжают из Минска, не могут здесь чувствовать себя окончательно безопасно, в относительной безопасности. В том числе история с Костиной Тимановской, которая участвовала в Олимпиаде, и возник скандал, насколько мы знаем. Она тоже отказалась сегодня возвращаться даже в Польшу, не говоря уже о Киеве, и из соображений безопасности отправилась в Австрию. Что может сделать официальная власть, что может сделать гражданское общество, чтобы белорусам, которые приезжают в Киев, здесь было спокойнее? Знаете, с одной стороны, безусловно, стоило бы сказать, что смерть и вот такая брутальная белорусского гражданина в Украине, это, конечно, большой звонок и большой вопрос к разведчикам, к людям, которые профессионально занимаются, ежедневно занимаются разработкой таких кейсов и агентурной работой. Другой вопрос, и здесь нужно правда сказать справедливо и честно, что и поблагодарить Украину в виде и гражданского общества, и государства, и президента, то, что Украина сделала и продолжает делать достаточно много и очень много для Беларуси, для белорусов, особенно для белорусов в изгнании. Нужно сказать спасибо за то, что Украина стала таким островком не только демократии в регионе,
но и островком свободы для белорусов. Для белорусов она стала, и Украина принимает давно белорусских граждан и законодательно помогает им интегрироваться. То есть до 180 дней был продлен режим пребывания, легко получить политическое убежище. И это большая-большая заслуга, и за это нужно благодарить ваш народ и вас, потому что это очень ценно. При этом, конечно же, хотелось бы, чтобы Украина была не только островком демократии и свободы, но и островом безопасности для белорусских граждан, конечно же, для белорусских граждан, для украинских граждан, конечно же, потому что это не единственная смерть, и мы понимаем, что страна измучена и войной, и понятно, в каком она положении. Поэтому я только могу благодарить и желать нам всем совместной какой-то работы, ну и просить дальше украинское государство помогать Белоруссии не только на уровне защиты отдельных политических активистов, ведь все-таки давайте помнить, что Виталий не был ни генералом, ни разведчиком, который убегал, он был простым гражданином, который просто помогал своей стране или людям даже, которые бежали из-за этих причин из своей страны. Режиссеры мне передают, что у нас есть телефонный звонок. Да. Добрый вечер, вы в эфире, можете задавать свой вопрос, только представьтесь, пожалуйста. К сожалению, бросили трубку. Я напомню наш номер студии, это 067-634-6130. Вы можете позвонить в прямой эфир и задать вопрос нашему гостю. Поскольку звонок сорвался, я тогда продолжу. Приближается годовщина протеста. Да, можно я еще одну секундочку доведу эту мысль до конца? Говоря про Беларусь, что могли бы сделать и гражданское общество, и прежде всего правительство и чиновники, мы все прекрасно знаем, что режим удерживается на ногах отчасти за экономической дотацией помощи и Российской Федерации, и здесь не надо строить иллюзии, и отчасти, к сожалению, и Украины. До сих пор 45% экспорта энергоресурсов из Белоруссии уходит в Украину. До сих пор на территории демократической страны находятся заправки белорусского нефтехима. До сих пор экспортируется или импортируется в Украину огромное количество электроэнергии, газа, нефти. Я не говорю уже дальше про продукты и так далее. Мне кажется, здесь, конечно же, есть над чем работать. И здесь, конечно, немножко... Я понимаю, что экономическая ситуация обязывает государство закрывать свои потребности, но мне кажется, можно искать и нужно искать другие выходы, других поставщиков, а не спонсировать, я возьму это слово в кавычки, очень режим, и помогать режиму тем самым стоять еще больше на ногах. Давайте попробуем еще раз. Мне говорят, что смог дозвониться нам все-таки зритель. Добрый вечер. Добрый вечер, я Луганщина Наталья. Вы знаете, ничего хорошего, оптимистичного вам не скажу. Во-первых, наши СБУшники тоже учились в тех же учебных заведениях, что и ваши, и кремлевские. Поэтому надо делать выводы. А вообще против диктаторов, мирная борьба против диктатора, это мазохизм какой-то, понимаете? Это даже забава для диктатора, у него есть повод поубивать кого-то, напустить своих ребят, которые без дела сидят. Только такими методами, как он, но они демократическим путем не предусмотрены. Демократия, она даже на превенцию не работает. И вообще диктаторы, они, как правило, все долгожители. Они прекрасно всегда доживают свой век. Это просто вопрос ваш такой нарратив вводят, что их убивают. Алло, слышите? Да-да-да, вопрос ваш в чем заключается? Не считаете ли вы ошибкой, что пошли на выборы, какие-то ленточки вязали, что-то там. Если бы не пошли на выборы противники Лукашенко, были бы пустые избирательные участки. Видно было бы тогда. Но его не предупреждайте, потому что этот упырь успел бы что-нибудь придумать.
действо, которое называется выборами. Спасибо большое. Спасибо, Наталья, большое. Я коротко попробую ответить. Вы знаете, нет, не было это ошибкой. В равной степени, как мы не можем с вами говорить и знать, что было бы в будущем, активные люди и практически полстраны вышло ставить подписи, многие участвовали в избирательной кампании. Это нельзя считать ошибкой. Я считаю, что это вот как раз-таки была точка рождения новой белорусской нации, белорусов будущего. То, что закончилось так, как закончилось, это не есть проигрыш, это не есть мы проиграли или они победили. Это процесс. Точно так же, как ребенок не рождается за 3-4 месяца, нужно какое-то время. Точно так же, как и мы не сразу всему учимся. Я думаю, что это процесс становления каждого и нации, и он длится определенное время. Да, хотелось бы, конечно, чтобы это случилось быстро и хорошо. Да, хотелось бы, чтобы были честные выборы и другой президент. Да, хотелось бы еще много чего, но вряд ли оно свалится, вы правы, с небес, потому что авторитаризм очень сильно живучий, и авторитаризм, укоренившийся за 26 лет, еще более живуч. И здесь отчасти вы правы, что, может быть, сердечки и мирный митинг не помог бы. Но будь он изначально жестокий, этот митинг, будь он изначально кровавый, неизвестно, чем бы это тоже закончилось. Да, может быть, бы не было Лукашенко, но какой ценой? И готовы ли вы в эту цену включить своих родных и близких? Ведь это всегда... Мне кажется, простите меня, легко говорить, когда ты видишь это с экранов телевизора, а когда ты идешь в больницу к своему любимому человеку искалеченному, ты смотришь на протест совсем по-другому. В общем, нельзя здесь как-то сказать, нету истории сослагательного наклонения. Вот было бы так, было бы лучше. Мы не знаем. Получилось так, как получилось, и получилось впервые круто, потому что 26 лет такого не было, и за это нужно этих людей благодарить и ставить им большой памятник. Они большие молодцы. Год. Да, мы живем в той ситуации, когда наблюдаем за событиями из Беларуси со страхом. Этот страх был раньше, но сейчас все это превращается, знаете, в такую Северную Корею, но у твоих границ. И я бы хотела, чтобы вы подвели какой-то итог этого года. О чем этот год все-таки сигнализировал и миру, и лично вам, и что чувствуют сейчас белорусы, находясь в стране, да? Если большими мазками, и что миру сигнализировала Беларусь, это то, что, давайте назовем демократия, или, скажем, жизнь человека, она очень хрупкая, и конструкт любой может разрушиться очень быстро. И от этого, к сожалению, не защищены даже устойчивые, экономически устойчивые или политически устойчивые государства. Мы видели огромную волну протестов и вот такой радикализации общества американского. Мы это видели, безусловно, годами раньше в Германии, в Франции. Мне кажется, отчасти это дух времени, и мы также поняли, что Беларусь, которая, может быть, для западного общества была где-то далеко на отшибе, а многие даже не знали, что это такое, это очень рядом. И мне кажется, это тоже одно из новых открытий, потому что это прям Европа, это вот окно, это рядом, под боком Украина, Польша, Евросоюз. И самое главное, это воздушное пространство, которое вот со случая с Ryanair становится небезопасным. И мне кажется, для Запада должно было стать понятным, что мир настолько взаимосвязан, что проблемы, нерешение проблем в Беларуси долгосрочно будет становиться проблемой общей европейской. И нерешение проблемы в Украине или в Российской Федерации, политических проблем, будет становиться не только вопросом безопасности, но и экономическими проблемами всего мира. Ведь, к сожалению, имперские амбиции могут быть дико деструктивными, и от этого никто не застрахован. Во-вторых, важное для меня приобретение – это то, что, говоря про себя лично, я заново обрел страну, я заново стал, если можно сказать, новым белорусом. И развивая эту мысль, я скажу, что сама страна стала, вот это стало точкой, годом рождения белорусской нации. Никогда еще такого не было, и тем более никогда еще протест не имел ярко выраженную женскую
женские черты и женский характер. И это тоже новость, не только что-то особенное в белорусском кейсе, а мне кажется, такого нигде еще в мире не было, чтобы 3 жены арестованных 3 кандидатов в президенты вели кампанию и побеждали ее. Это, безусловно, будет большим-большим событием и останется большим событием. Нигде еще, мне кажется, давно уже такого не было в 21 веке, чтобы были арестованы почти что 5 тысяч человек. Это, по-моему, с точки зрения современного мира какое-то безумие. 35 тысяч человек. Это огромный город, который просто сейчас сидит в тюрьмах. И мы все вынесли из этого, что беда очень может быть рядом. Всегда очень легко думалось, что политика и политзаключенные — это про каких-то оппозиционеров, радикалов, вот кто там с дымовыми шашками ходит на улице. Нет, посмотрите, эта беда пришла в дома простых людей, которые, казалось бы, всегда говорили: да, я не занимаюсь политикой. Вот, пожалуйста, еще одна причина незанимания политикой, незанятием политикой к чему приводит, что политика начинает заниматься тобой. И в таком масштабе такого тоже, к сожалению, никогда не было. И это тоже вот такой новый кейс новой Беларуси в 21 веке. В общем, мне кажется, что Беларусь вдруг из гаранта, коим мы все ее всегда видели, и особенно белорусы ее видели. Вот мы спокойная страна, вот у нас относительный покой и порядок, вот есть батька, вот у нас, слава богу, у нас нету войны и чистая улица. Это был какой-то такая Беловежская пуща, такая Припять, знаете, где время остановилось, казалось бы, да, машина времени. Прилетаешь в Минск, и кажется, как будто бы ты на 10-20 лет назад улетел. И даже это сломалось, даже это стало для многих большим шоком, потому что, казалось бы, вечный, как Сталин, вождь, не шатаемый, не неуязвимый, вдруг оказался на глиняных ногах. И мне кажется, это тоже новое открытие. Нет ничего вечного, и мир очень быстро меняется. И мне кажется, особенно авторитарные режимы и правители должны это иметь в виду, потому что мир невероятно изменился, стал невероятно быстрым. И даже если мы раньше не могли себе кое-что предположить, то сейчас, мне кажется, вообще наивно что-то планировать и говорить: вот режим устоит еще 10-20 лет. Нет, совершенно не так. Вы сказали, что этот год стал рождением белорусской нации, но я бы, наверное, хотела бы поговорить о том, что рождение белорусской нации де-факто происходит в таком одиночестве, потому что реакции мира недостаточно, реакции западных стран недостаточно. Или вы со мной можете не согласиться? Вы знаете, здесь 2 концепта. С одной стороны, ее недостаточно. Да, если бьют вашего соседа или соседку, даже если это там через 3 дома или на 2 этажа выше, и вы слышите просто отдаленные крики, мне кажется, в этой обстановке тяжело будет жить, тяжело будет воспитывать здоровых своих детей. И говоря о этом, мне кажется странным, что при всем при том, что Запад делает очень много для Беларуси, для политзаключенных, для офиса Тихановской. Тем не менее, всегда хочется, чтобы этот кошмар уже закончился. И я один из многих, наверное, людей, которые часто задают этот вопрос Западу: ну, как же вам не помочь? Вот очевидные инструменты в руках, вот что нужно делать, очень все понятно. При этом, с другой стороны медали, нужно сказать справедливости ради, что это внутрибелорусская история, что это внутрибелорусские репрессии, что даже эти репрессии при всей оголтелости, жестокости и беспринципности их, бесповоротности, они, наверное, не самое большое зло в этом мире, и все познается в сравнении, да, говоря про другие страны. И в этом я могу понять очень только рационально, не эмоционально позицию Запада, который коллективный Запад не спешит, очевидно не спешит, и вы здесь правы, браться за действенные инструменты. Они есть, они известны. По каким причинам не спешит?
можно поговорить. Мне кажется, что они вот с точки зрения западного политического консенсуса им понятны и правильны. Но когда ты сам сталкиваешься со злом и как, наверное, как ребенок просишь помощи у старших или смотришь наверх на старшего и думаешь, ну вот же ты здесь, ты же должен помочь. В этой ситуации всегда чувствуется какая-то несправедливость и обида, что этой помощи как-то или она недейственна, или она очень опосредованная и очень двуликая. И здесь, мне кажется, Украина знает это еще в большей степени, потеряв еще больше, прострадав еще больше, и самое главное, надеявшись еще больше и разочаровавшись, мне кажется, тем паче. Да, мы к этому уже привыкли. Я, наверное, задам такой вопрос. Так получилось, что ваша личная история сопротивления началась немножко раньше. Не 9 августа, а 29 июля. И так получилось, что о многих событиях, которые происходили в Минске после 9 августа, то есть самые активные дни борьбы, вы, я так понимаю, узнали уже после или когда вышли из заточения, из-под ареста. Можете рассказать о том, все-таки вот мы говорили немножко о том, как этот год изменил Беларусь, а как вот те события, которые с вами произошли, изменили вас как человека? Знаете, тюрьма, мне кажется, всегда меняет людей в ту или иную сторону. Где-то учишься прагматичности, где-то понимаешь хрупкость жизни и силу государственной машины репрессий. Тюрьма меня лично, мне кажется, очень сильно перекроила и в психологическом смысле, и в отношении к людям в целом, к жизни, к стране, как я уже сказал, к Беларуси, к свободе. Свобода стала и демократия не просто словом, а что такое свобода, чувствуешь, когда первый раз видишь небо. И это очень странное, но очень яркие ощущения, которые, наверное, останутся на всю жизнь. И мне кажется, что человек вместе с ними меняется. Меняется отношение к лжи. Очень сильно старался и начал стараться меньше врать себе и людям. Очень сильно меняется отношение к семье, вообще к страданиям в целом. Вдруг во всем этом, где ты живешь и как ты живешь, ты вдруг начинаешь различать полутона других людей, их интересы, их страхи, их желания. Вдруг незнакомые те люди присылают кучами письма или незнакомые тебе соседи по камере делятся с тобой чем-то. Это мелочи, но эта мелочь очень формирует твое отношение к людям, потому что они случаются, когда тебе тяжело. И мне кажется, это очень сильно сплачивает людей, и меня лично как-то настроило на совсем другой лад. Я, правда, начал, вы правы, измерять свою жизнь до и после. Это не случилось. Я раньше думал, у меня водораздел был рождение сына. А теперь, наверное, водораздел стал тюрьма. И жизнь разделилась вот так вот. Вся жизнь до этого и совершенно новая жизнь после. Можете рассказать какой-то самый памятный случай из этих 3 месяцев? Ну, конечно, наверное, о встрече мы поговорим с Лукашенко, которая была вместе с политзаключенными. Но вот какой-то эпизод из этой тюремной жизни, пусть и такого... Я думаю, что, в принципе, нет такого понятия, как короткая тюремная жизнь. Это все равно накладывает отпечаток на человека, на личность. Может быть, могли бы вспомнить какую-то историю, возможно, о человеческой подлости, а возможно, о человеческом подвиге. Подлости в тюрьме не сильно много. Она там не переживается. Ее быстро сами же заключенные изживают.
Мне кажется, подлому человеку там тяжело выжить просто по факту. Бывала подлость со стороны, тоже редко, со стороны охраны. Все-таки эти люди, нужно понимать, что исполняют свою работу, и в подлость можно много вписать несправедливости, но еще раз, они исполняют свою работу, и не хочется их судить. Многие из них, наоборот, мне кажется, показывали человеческое лицо, что очень ценно. Жестких случаев было, знаете, очень, очень много, и наверное, даже не хочется про них говорить, чтобы еще раз не сеять это зло. А вот что-нибудь хорошее могу, конечно, припомнить. Очень много было разных веселых моментов. Я, допустим, в одно время пребывал в камере с несколькими людьми. Это были все молодые люди, значительно моложе, чем я, 22, 24. И чтобы как-то и коротать срок, и иметь хоть какое-то позитивное влияние, я начал ребят в чем-то, как старший товарищ, учить. Это было очень интересно, потому что, начиная от сквернословия, от банальных вещей, либо курения, мы пришли к таким политвечеринкам, когда по вечерам, перед тем, как выключали свет, все за полчаса ложились на нары и спрашивали какой-то город. Это было очень рандомно, и часто, допустим, какой-нибудь Берлин или там Прага. И я говорю, да, я в Праге был. И я начал рассказывать, какая Прага. А ребят при этом были, которые никогда еще в жизни нигде не были за границей или мало увидели в жизни, где-то мало катались. И мне было невероятно интересно рассказывать, во-первых, для самого себя вспоминать те моменты, потому что по жизни их не вспоминаешь никогда. Вот был, да и был. А потом в камере обостряется память, начинаешь вспоминать и интересные истории, и рассказывать, и тем самым людей учить чему-то, либо, я помню, невероятно заходили истории, когда я объяснял, что такое парламент, как он работает, почему важно в политике, почему... И венцом этого, вот к чему я рассказываю, вот этих всех ликбезов и посиделок и вокруг света, да, рассказов, стало того, что я в какой-то момент замечаю, потому что раз в час, по-моему, или в 2 русское радио, которое включали очень громко в 6 утра и выключали в 10. И в этом громком аду было очень тяжело жить, потому что всегда оно орало громко, чтобы заключенные между собой не переговаривались. Вот. И когда было холодно уже и закрыто окно, громкоговоритель, такой вот рупор, как на площадях советских на территории зоны, плохо доносился звук. И я всякий раз, когда была следующая ветка новостей, я всегда припадал ухом к стеклу, либо открывал немножко и слушал новости, чтобы понимать, что происходит. Понятно, что это были не правильные, нечестные новости. Понятно, что это была пропаганда, но хоть что-то ты узнаешь про мир и что происходит. И в какой-то момент я сидел на нарах и обратил внимание, что в очередной, условно, в 3 часа дня пару пацанов молодых, которые раньше до этого вообще не интересовались, вообще ни политикой, ничем, занимались своими делами, тратили время как-то совершенно опосредованно в этой камере. Вдруг они вдвоем припали к окну, слушают новости, и потом, когда новости закончились, и там было про какой-то парламент, что-то, они начинают спорить и выражать свое мнение друг с другом, хорошо ли это, плохо. Я так сижу отстраненно это все смотрю и думаю, боже, как это прекрасно, эти 2 человека за 2 недели из совершенно политика не для меня, да вообще пофиг, стали настолько... И я переписываюсь с ними, конечно же, до сих пор, и мы в письма друг другу до сих пор рассказываем и пытаемся толковать, что это значит, что это... То есть, вот такие истории, мне кажется, и сплетают человека, делают его немножко другим. Мне очень приятно это, и эти люди стали очень близки тоже. Перед освобождением у вас была встреча с Лукашенко. Вы были среди людей, которые встречались с экс-президентом. И я думаю, что это тоже, наверное, одно из таких памятных событий. Что вы тогда поняли о Лукашенко?
Это очень памятное событие, потому что непонятно было, куда тебя везут, очень страшно было, и в конечном итоге ты из камеры с 2,5 месяца какого-то своего ада попадаешь и сидишь напротив президента, экс-президента, и говоришь с ним, разговариваешь. Странные ощущения были, но и ощущения были сильные, скажу честно, потому что неожиданно, потому что ты впервые сидишь напротив человека, из-за которого ты в тюрьме, из-за которого десятки, сотни тысяч людей в тюрьме. То есть ты никогда так, собственно, причина всего этого несчастья не была так близко ко мне. Тебе кажется, вот оно, близко, да, поймай эту жар-птицу сейчас, да? И это очень странное ощущение. Плюс, конечно же, в этом состоянии разговаривать о политике, о будущем, о референдуме, о конституционной реформе, о несправедливости, даже о своих личных вещах, почему мы здесь, и было, по меньшей мере, странно и очень эмоционально. Мне он показался... и, знаете, всегда еще нужно сказать, себе представляешь диктатора каким-то то ли сумасшедшим, то ли полоумным, то ли с каким-то, знаете, как это всегда в каких-нибудь голливудских фильмах, когда показывают человека, который хочет уничтожить всю планету, он в конечном итоге оказывается каким-то сумасшедшим, нестабильным, странным типом. И побеждает добро. Здесь ты видишь человека рационального, аргументирующего, по-своему в том, что он делает, уверенного и в этой уверенности сильного. И ты понимаешь, насколько человек деформируется, насколько он уходит от реальности, насколько он не в своем мире живет, не в своей картине. И мне кажется, слышу, видеть ты это, такие монологи от кого-нибудь просто случайно прохожего на улице, наверное, махнул бы рукой и сказал, человек живет в своем мире. Но это президент, это глава государства, это человек, который ведет страну куда-то. Вопрос, куда тогда? И правда вы хотите ощутиться в положении, я думаю, вы очень сильно бы удивились, ощутясь где-нибудь на операционном столе и видя не хирурга, а сантехника с гаечным ключом. И это такой сильный диссонанс, когда ты видишь, с одной стороны, человека, которому явно видно, Беларусь не безразлична, это видно, это нужно справедливости ради сказать. Он ее видит, как он и говорит, своей, и сказать, что он ее не любит или ему она все равно, я не сказал бы. Он болеет, наверное, переживает по-своему, и его любовь, она очень странная. Это любовь такого домашнего насилия, если хотите, ведь это произошло как раз-таки с Беларусью. Беларусь стала в одночасье, в этом шок главной избитой нацией. Избили просто всю нацию и физически, и морально. И ты видишь человека, который в этом избиении, в этом свою любимую не отдают, бьют ей в бок, в глаз и закрывают в комнате. Ты видишь человека, который это оправдывает и говорит, что по-другому не получится, по-другому страна пропадет и так далее. И это очень странно и страшно, потому что непонятно, что с этим делать, когда человек в таком мире живет и в такой иллюзии, видит, что нападают на страну со стороны Польши танками и так далее. И ты пытаешься аргументировать, разговаривать и говорить доводы, и человек просто их не воспринимает. То есть нету никакого, не то что желания, а даже это непробиваемая вещь. Это вроде бы привыкаешь, что в любой дискуссии, по крайней мере, люди тебя слышат или слушают, а здесь это просто такой монолит, и ты понимаешь, что он не будет меняться. Поэтому очень наивно, мне кажется, думать, что вдруг господин Лукашенко пойдет на какие-то переговоры или на какие-то уступки, или на какие-то честные выборы. Это абсолютно иллюзорно.
Он живет на своей планете, он живет в этой парадигме, которая никогда не изменится у него. Он в этом железобетонен. Мы практически заканчиваем уже нашу программу, и поскольку времени остается не очень много, а тема очень важная, я позволю, наверное, задать свой последний вопрос, который касается все-таки будущего Беларуси, учитывая то, что вы рассказали, да, то, что Лукашенко, скорее всего, точно не изменится. Какое будущее все-таки ждет и белорусов, и народ, и каким вы видите все-таки разрешение этой ситуации, в которой 9 миллионов человек оказались, и большая страна посреди Европы, которая имеет огромное стратегическое значение? Вижу прекрасное будущее. Правда, это не просто банальные слова, потому что люди, прошедшие через такое, могут только выживать и радоваться жизни. И это нация, которая будет привита навсегда против... То есть мы переболели этим ковидом очень болезненно. Некоторые легко, а мы переболели болезненно. И мне кажется, с уходом и Лукашенко, и Путина авторитаризм, по крайней мере, в европейской части мира, ну и буду надеяться, что за пределами ее будет все-таки до конца истреблен или исчезнет, потому что неприемлемо это. И мне кажется, люди, один раз привитые такой жестокостью, никогда не поведутся больше на какие-то политические слоганы или какие-то обещания. То же самое, собственно, что и произошло с украинским народом после 2014 года. И мне кажется, только светлое будущее ждет этих смелых ребят и девчонок, которые, в отличие от старого поколения, которое еще и было инертным и по инерции жило в этом советском прошлом и в какой-то сильной руке, и там мы сейчас покажем Западу. Эти люди молодые, которые умницы, которые могут работать в IT-сфере, либо в других, путешествовать, разговаривать на разных языках, и которые понимают, насколько политика важна, это будут сотни крутых депутатов, это будут сотни крутых кандидатов в президенты, это будут люди, которым не то что будет страшно, а невозможно больше будет повторить путь авторитаризма в этой стране. И эта страна будет просто счастливая. Счастливая — это вопрос времени, а время есть. Время, жизнь же длинная, и время есть, и есть куда работать. Когда ты низко падаешь, то легко вставать. Я очень благодарю вас за этот эфир. У нас, к сожалению, время заканчивается, потому что это эфирное время. Но я так понимаю, что 45 минут — это недостаточно для того, чтобы обсудить действительно то, что происходит и произошло с Беларусью последний год. Я, наверное, проанонсирую наше завтрашнее интервью с Виталием о том, как 2,5 месяца вы просидели в СИЗО, о будущем Беларуси, которая выйдет на «Украинской правде». И если вам было недостаточно этого эфира, вы можете прочесть интервью и расширить свои знания о том, что происходит в соседней стране. Я очень благодарна вам. До следующей недели, до хороших новостей. Спасибо. Это был Prime.